С сегодняшнего дня суда на воздушной подушке стали базироваться на 202-м микрорайоне, недалеко от городского пляжа. Подробнее о работе сезонной переправы расскажет Виталий Абрамов. Со слов командиров судов, они приезжают сюда для удобства пассажиров. Нынче передислокация произошла на неделю раньше обычного. Однако на линии льда еще хватает. Сейчас опять прорвало, значит, Покровска большой ледоход идет. Вот уже где-то примерно ночью, наверное, подойдет к Якутску уже это лед. Вот. Местный лед ушел, он где-то под Сангарами, а основной лед сейчас идет уже около Покровска. Всего по маршруту Якутск-Нижний Бестях ходят 15 судов. Начинают работать с 8 утра и до 8 вечера. Интервал движения каждые 15-20 минут, в зависимости от пассажиропотока. Граждане довольны новым местом. Ну, во всяком случае, это лучше, чем ездить по бездорожью на Грессе. Я рад, что они сюда переехали. Что касается цен, то проезд с одного берега на другой снизился на 500 рублей и составил 1500 деревянных. Но перевозчики обещают, что с уходом льда тарифы снизятся еще. Вот сейчас главный лед пройдет, мы цену упадут до 1000 рублей. Также сегодня Госкомцен Якутии утвердил предельные тарифы на перевозку пассажиров транспортных средств на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях, которые будут действовать в сезон навигации 2014 года. Итак, в этом году тарифы на перевозку мотоциклов всех марок составят 146 рублей, легковых автомобилей от 350 до 949 рублей, грузовых автомобилей также от 350 до 11 680 рублей. Средняя стоимость одной тонны груза составит 292 рубля. Предельный тариф на проезд для взрослых пассажиров и детей старше 10 лет сохранен на уровне прошлого года и составил 113 рублей, а для детей от 5 до 10 лет 57 рублей. Данный размер является предельно максимальным, то есть нужно понимать, что каждый перевозчик в рамках конкуренции может снижать данный размер, но никак не превышать. А паромы между Якутском и Нижним Бестяхом начнут ходить не ранее 15 числа этого месяца, когда официально откроется навигация 2014 года. Также ГИМС информирует, что все ледовые переправы на территории республики на сегодняшний день закрыты. Все 49 ледовых переправ закрыты к эксплуатации. 9 мая закрылась последняя ледовая переправа по направлению Затон-Зарянка в Верхнеколымском районе. За несанкционированный выезд на закрытую переправу грозят штрафы от 3 до 5 тысяч для граждан, должностных до 50 и до 1 000 000 юридическим лицам. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.